Добрый вечер, в эфире программа «Открытый диалог». Предвыборная гонка в Гагаузии подходит к концу. До выборов осталось 3 дня. Насколько правильная была эта предвыборная кампания, насколько заинтересованы избиратели, мы обсудим сегодня с господином Вячеславом Бербека, эксперт ИДИС Вейторул. Здравствуйте. Также в Камрадской студии у моей коллеги Елизаветы в гостях очередные претенденты на пост Башкана, которые представят телезрителям свою предвыборную платформу. Сейчас я предоставлю им слово, затем мы вернемся в нашу студию для обсуждения. Елизавета, добрый вечер. Здравствуйте, Диана. Я приветствую гостей в центральной студии и участников сегодняшней дискуссии. Продолжаем дебаты со следующими независимыми кандидатами на пост главы автономии. Олег Федорович Горизан и Александр Дмитриевич Стояногло. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер вам. В начале передачи кандидаты представят свои предвыборные программы, затем ответят на вопросы модератора, ну а после мы представим слово кишиневским экспертам, которые выскажутся о том, как проходят выборы в Гагаузии. Во второй части программы представим вашему вниманию видеоопрос наших жителей о том, каким они хотят видеть будущего Башкана. В конце программы у кандидата будет возможность обратиться к избирателям с тем, чтобы убедить их голосовать за свою кандидатуру. Диалог будет проводиться в свободной форме, а я как модератор постараюсь регулировать баланс времени между ответами кандидатов. Ну что ж, начнем дискуссию. И я хочу вначале спросить вас, чтобы вы представили главные тезисы ваших программ. Олег Федорович, давайте с вас начнем. Да, спасибо большое. Наша программа делится на 5 частей. Первая часть – это национальные идеи, те вызовы, которые стоят сегодня перед нашим населением. Вторая часть – это экономический блок вопросов, это наше видение, наши предложения, каким образом и какими методами мы должны совершить экономический рывок в ближайшие 4 года. Третий пункт нашей программы – это вопросы, связанные с социальным проживанием нашего населения, прежде всего, как мы понимаем, справедливое гагаузское общество. Четвертый пункт – это политическое реформирование нашей автономии. И пятый пункт – это внешние связи нашей автономии, прежде всего, это Россия, это Евразийский союз, и это Турция, это тюркский мир. Спасибо. Александр Дмитриевич, ваши главные тезисы. У нас тоже есть определенные приоритеты в нашей программе деятельности, но для разрешения этих приоритетов мы должны как минимум решить 2 проблемы. На наш взгляд, они носят базовый характер. Эта проблема сводится к преодолению противоречий внутри нашего общества. Вторая проблема – это проблема налаживания конструктивного диалога с Кишиневым. Гагаузия просто не может развиваться изолированно. Мы должны чувствовать и понимать процессы, которые происходят в нашей стране, идти в ногу с нашей страной, идти в ногу со временем. С решением этих проблем, с решением мы связываем и вопросы экономического роста, потому что экономика без сомнения должна быть приоритетом, вопросы занятости населения, экономического роста, мотивация труда должны стоять в повестке дня будущего управления Гагаузией. Одновременно Гагаузия нуждается в других подходах в решении вопросов инфраструктуры. К сожалению, населенные пункты Гагаузии, особенно сельские населенные пункты, лишены возможности водообеспечения, канализации, качественных дорог, если вообще можно говорить о таковых, плохое состояние с благоустройством населенных пунктов. Не менее важно решение социальных проблем Гагаузии. Они также очень остро стоят в нашем регионе. Нам необходимо повысить качество образования в наших учебных заведениях, значительно улучшить качество медицинских услуг. Вот к этому сводятся наши приоритеты в экономической, социальной сфере, в развитии нашей инфраструктуры. А сейчас, вот, исходя из ваших приоритетов, более подробно расскажите, вот, каким образом вы видите реализовать эти. Наша программа была построена из понимания основных 2 задач, которые стоят перед любым лидером, любого большого или маленького народа. И на наш взгляд, на мой взгляд, я историк по образованию, перед любым лидером любого маленького или большого народа в истории стоит 2 основные задачи. Первая задача – это увеличивать численность своего населения, своего народа. И вторая задача – это прокормить свой народ. Это обеспечить ему продовольственную безопасность. И наша программа построена логично вокруг решения этих 2 основных задач. Все остальное – с кем торговать, с кем дружить, с кем заключать союзы, кому ездить в гости, с кем фотографироваться, кого приглашать в гости – все это методы решения задач. Вот этих 2 основных задач, на мой взгляд.
И в этом смысле, когда мы говорим о национальной идее, конечно, прежде всего мы вспоминаем о том, что 20 лет назад наша автономия приобрела свою государственность, наш народ приобрел свою государственность в виде автономии в составе суверенной независимой республики Молдова, и мы этим очень дорожим. Мы не проливали ничью кровь, нашу кровь никто не проливал. И мы добились своей автономии благодаря толерантности, прежде всего, наших двух народов, молдавского и гагаузского народа. Поэтому в этом смысле, пока будет существовать, на мой взгляд, суверенная, независимая республика Молдова, ни нашему народу, ни нашей автономии ничего не угрожает. Но мы имеем свои интересы. Несмотря на то, что мы составляем 4-5% населения нашей страны, мы имеем достаточно полномочий для того, чтобы центральные власти при формировании внутренней и внешней политики Республики Молдова учитывали наши интересы. И наши интересы были обозначены на референдуме 2 февраля 2014 года, когда основная масса населения автономии и Тараклийского района высказались за вступление Республики Молдова в таможенный союз в то время, сейчас Евразийский союз. Но мы свои интересы должны отстаивать не на баррикадах, не на блокпостах, а хладнокровно за столом переговоров мы это умеем делать. И когда Кишинев планирует какие-то решения стратегические, то обязательно должны задумываться, а как отреагирует член правительства Башкан-Гагаузии, как отреагирует Народное собрание, а какое мнение есть у населения автономии. Поэтому это обязательно, вот это сотрудничество, взаимопонимание, уважение взаимных интересов должно лечь в основу взаимоотношений между регионом и центром. Думаю, это принесет плоды и гармоничное сотрудничество между нашими двумя ветвями власти. А как улучшит экономику у нас здесь, в Гагаузии? Если говорить об экономике, то это как раз один из тех важных моментов, когда мы говорим, как решить вопрос продовольственной безопасности. Прежде всего, конечно же, я считаю, что мы должны обеспечить 100% обработку наших сельскохозяйственных угодий. У нас есть населенные пункты, к сожалению, где от 30 до 40% прекрасной нашей земли, черноземов, где бонитет достигает 63-64 балла, они сегодня не обрабатываются. Мы не можем сегодня накормить наших людей, если у нас земля не обрабатывается. Как мы сможем обеспечить 100% обработку нашей земли? И вот здесь вот я убежден, и это показала практика нашего села Копчак, где я 10 лет трижды был избран примаром, нам надо возвращаться к крупнотоварному производству в сельском хозяйстве. Я понимаю, и мы все понимаем, что вернуться к той форме функционирования колхозов мы не сможем, это и не надо. Но мы должны осознавать, что ПМН нас ослабил, разорил наше сельское хозяйство, и мы должны возвращаться к коллективному использованию и работе коллективно на земле. И в этом смысле я думаю, что Башкан должен играть решающую роль в этом процессе. Не кидать на примаров эту проблему, не кидать эту проблему на руководителей сельскохозяйственных предприятий. Это главная задача лидера маленького народа. Поэтому возвращение к крупнотоварному производству по типу Копчака, где мы сегодня сохранили свой колхоз, мы сохранили колхоз вместе с Дмитрием Семеновичем Колевым, бывшим председателем колхоза «Победа», тогдашним руководством автономии. Мы как обрабатывали 6500 гектаров 20 лет назад, так и обрабатываем. Мы как и имели там СТФ, ОТФ и так далее, все это мы имеем. У нас в садике дети не кушают окорочка, а каждый день утром свежий забой. И я не хочу сказать, что у нас в сельхозпредприятии нет проблем. Если в государстве огромные проблемы, конечно, эти проблемы есть и у нас в сельхозпредприятии. Но самое главное, что мы решили, сохранив крупнотоварное производство, мы обеспечили гарантию продовольственной безопасности каждому жителю села Копчак. Где бы ни работал сегодня уроженец села Копчак, на фабрике, в школе, на заводе, в колхозе или он пенсионер, он спокойно реагирует на то, что, не дай бог, если завтра наступят какие-то сложные времена, он всегда будет иметь возможность чем накормить своих детей. Спасибо. Вот эта продовольственная безопасность должна касаться каждой семьи, каждого населенного пункта нашей автономии. Спасибо. Александр Дмитриевич, как вы видите решение этих проблем в Гагаузии? Я уже сказал, что основные проблемы должны сводиться к увеличению количества рабочих мест, к улучшению мотивации труда, к целому экономическому росту, что должно позволить решение целого ряда других проблем в сфере инфраструктуры и социальной сферы. Мы намерены предложить нашему населению, нашему бизнесу, населенным пунктам модель развития, экономическую модель.
который бы соответствовал структуре нашей экономики, нашему традиционному образу жизни. Нам не надо ничего придумывать виртуального. Нам не надо говорить о каких-то проектах, которые не характерны для нашего региона и не связаны ни с сырьевой базой, ни с квалификацией наших работников. Нам нужно главным образом развивать сельское хозяйство, развивать животноводство, перерабатывать продукцию сельского хозяйства и животноводства. Мы должны добиться эффективности сельскохозяйственного производства, решить вопросы долгосрочного кредитования, технического оснащения сельскохозяйственных предприятий и сельскохозяйственного производства. Мы считаем, что это имеет очень серьезный потенциал для дальнейшего развития Гагаузии. У нас в этом смысле есть и хорошая сырьевая база, потому что Олег Федорович уже говорил, что мы традиционно этим занимались. У нас есть для этого квалифицированные кадры, потому что на протяжении десятков лет мы готовили работников сельского хозяйства разной квалификации, и ветеринаров, и животноводов, и зоотехников, и инженеров, которые вполне могли бы быть востребованы на рынке труда. Мы считаем, что у нас очень большой потенциал сосредоточен в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Для нас всегда, для нашего региона было характерно наличие перерабатывающих предприятий, которые перерабатывали молоко, мясо, другую сельскохозяйственную продукцию. У нас во всех районах Гагаузии еще не так давно были свинокомплексы, птицефабрики. Сегодня ничего из этих предприятий нет. Поэтому мы просто это должны восстановить. Мы должны заниматься тем, что умеем делать, что соответствует укладу нашей жизни и соответствует нашей сырьевой базе. Финансы нам хватит, чтобы все это вернуть? Вы знаете, я не рассчитываю в данном случае только на финансовые возможности самого региона. У нас, к сожалению, их возможности во многом ограничены. Но нам удалось в прошлом году принять новый закон о местных публичных финансах. По этому закону в Гагаузии остается 100% всех налогов, включая 100% НДС и акцизов. Это позволит при правильном налаживании бюджетного процесса, при налаживании хороших отношений между властью и бизнесом, контрольными органами бизнеса, в ближайшее время иметь бюджет, который позволит нам не только жить, но и во многом развиваться. Кроме этого, мы должны предоставить сегодня возможности для бизнеса, абсолютно другие возможности для бизнеса, предоставить новые финансовые инструменты, которые позволили бы им кредитоваться в более выгодных условиях, получать товарные кредиты, развивать какие-то сопутствующие производства. Для этого мы намерены создать фонд поддержки среднего и малого бизнеса, привлечь для работы и функционирования этого фонда финансовые структуры, банковский сектор, страховые компании, предложить некие новые финансовые продукты, которые позволили бы людям даже без наличия гарантий, без наличия залогов приобретать какое-то оборудование, производить какую-то продукцию, в большей степени связанную с переработкой сельхозпродукции, с инфраструктурой сельского хозяйства, потому что это тоже должно способствовать улучшению экономической ситуации в регионе. Мы сегодня неплохо развиваем садоводство, виноградарство, но при этом абсолютно не имеем инфраструктуру, которая помогла бы нам не только хранить это, упаковать, но и перерабатывать. Потому что в регионе нет ни одного перерабатывающего предприятия, в регионе нет консервных заводов, в регионе нет в достаточной степени холодильников, которые позволили бы хранить производимую продукцию и продавать ее по ценам в более выгодные периоды года. Поэтому эту инфраструктуру вполне можно создавать, предоставлять экономическим агентам какие-то льготы, привлекать и реализовывать здесь, в том числе и при помощи наших партнеров и доноров, различного рода проекты. То есть я думаю, что у нас работа в этом плане не початый край. Мы должны наладить здесь абсолютно другой инвестиционный климат, убедить инвесторов, что здесь можно не только работать, но и гарантировать возврат своих инвестиций, возможность зарабатывания здесь денег. Спасибо. Скажите, отношения между Гагаузией и центральными властями, мне понятна ваша позиция, а отношения между нашими районами, что вы думаете по этому поводу? Какие должны быть складываться отношения между Камратом, Вулканештой и Чедерлунгой? Потому что вы меня об этом спрашиваете, да, чтобы я понимал?
Меня спрашиваете об этом? И кто хочет, отвечает. Ну, Если хорошо, вы хотите давайте, ответить, да. пожалуйста, можете Вы ответить. знаете, у Вот, нас такая проблема существует. И да. я думаю, что она очень актуальна. Я в разговорах или при встречах с избирателями уже слышал такую идею, что в Башканом Гагаузии должен быть представитель того или иного населенного пункта. Я полагаю, что такое мнение абсолютно ошибочно. В Башканом Гагаузии должен быть прогагаузский политик. Нам в одинаковой степени надо учитывать интересы всех населенных пунктов. После того, как я посетил большинство населенных пунктов, хочу вам сказать, что самое сложное положение, самые трудные условия жизни у нас в сельсконаселенных пунктах. Поэтому мы не должны рассматривать будущее Гагаузии по местечковым принципам и перетягивать одеяло с Камрата на Чударлунгу или наоборот. Мы должны рассматривать решение проблем Гагаузии через призму ее приоритетов. Так вот, безусловными приоритетами будущей власти должны стать интересы сельских населенных пунктов. Потому что у нас, к сожалению, нет ни одного населенного пункта, где люди бы имели качественную воду, где были бы услуги канализации, где был бы какой-то более-менее достойный уровень жизни. Поэтому главным образом мы должны ориентировать или обратить свои взоры на сельские населенные пункты, на решение проблем социальной инфраструктуры, потому что практически во всех этих населенных пунктах инфраструктура образования, медицины очень и очень слабая, уязвимая. Везде есть куча проблем. Нам нужно обратить внимание, кстати, очень на Вулканежский район, потому что он все эти последние годы оставался без должного внимания центральных структур. Он во многом и уязвим, потому что инфраструктура Вулканежского района создавалась для абсолютно другого количества людей. И сегодня многие институты, государственные учреждения на этом фоне просто деградируют. Сокращаются рабочие места в медицинских учреждениях, в образовательной сфере, ликвидировано ПТУ полностью. Вот. Поэтому нам нужно сделать все, чтобы этот район вздохнул новой жизнью. Нам нужно помочь этому району и в финансовом плане, позволить там или реализовать там какие-то проекты, которые позволят людям там оставаться и работать. Потому что там трудности значительно больше, чем в Камрате и Чударлунге. Спасибо. Спасибо, Олег Федорович. Ваше мнение по этому поводу? Вы очень интересный вопрос задали и очень больной вопрос сегодня для в целом системы функционирования наших административных органов власти и удобства для каждого жителя в отдельности. Дело в том, что, к сожалению, последние несколько лет, последние 5-6 лет, 7 лет, наверное, мы провели очень жесткую централизацию власти у нас в автономии. Мы фактически ликвидировали ту автономию, которую создавали, состоящую из 3 районов, и мы превратили нашу автономию в один большой гагаузский уезд. И, в принципе, этот гагаузский уезд очень вписывается в программу и тот законопроект, который сегодня лежит в парламенте по реформированию административной системы нашей автономии. Я считаю, что это была очень глубокой ошибкой. У нас в автономии 8 лет назад в аппаратах управления исполкома Гагаузии, райадминистрации состояло порядка 130 человек. Сегодня у нас более 300. Причем они все сосредоточены в центре. Я не считаю это правильным. Я считаю, что полномочия надо передавать обратно в районы. У нас сегодня главы районов превратились в рядовых статистов. Они получают заработную плату, но почти ничего ни за что не отвечают. Что-то делают? Я действующий примар с 1999 по 2009 год. Я прекрасно знаю эту работу, когда глава администрации приезжал в село и являлся здоровым, живым, связывающим звеном между примаром и Башканом Гагаузии. И этот глава администрации района всегда оказывал методическую помощь, любую помощь примару. Причем примару, если особенно этот примар молодой, только начал работать, нужно нарабатывать опыт. И в этом смысле я считаю, что полномочия райадминистрациям надо передавать обратно и рассмотреть возможность и целесообразность содержания таких штатов, которые сегодня у нас есть. Это первое. Второе. Значит, я абсолютно не согласен с тем, что рядовой учитель или методист с детского садика с села Чешмекёй или Тулеи должен проделывать 100 километров до Камрата для того, чтобы управление образования получить какую-то методическую помощь по проведению какого-то открытого мероприятия. Это огромная проблема. Кто-нибудь подсчитывал те финансовые затраты, которые нецелесообразно были выброшены в трубу за эти 8 лет централизации наших районов? Никто не подсчитывал.
А я уверен, что та система, при которой управление образования, отделы образования сохранялись в районах, особенно в Вулканештах и в Чедерлунге, они себя оправдывали. И они очень эффективно работали. Я практик, я 10 лет проработал примаром. И я вижу, что сегодня та система, до которой мы довели внутреннее администрирование наших государственных институтов власти в автономии, она ущербна, она неудобна. Она наносит ущерб. Не просто она неэффективна, она наносит ущерб в целом всему механизму управления административными органами власти в автономии. Это недопустимо. Спасибо. Но я думаю, сейчас будет интересно узнать мнение экспертов в Кишиневе, поэтому, Диана, мы передаем вам слово. Спасибо, Елизавета. Что ж, господин Бербека, попрошу вас прокомментировать услышанное. Ну, я в первую очередь хотел поприветствовать господина Стояногу, господина Горизана. У меня была возможность встретиться с ними в разное время. Я желаю им удачи на этих выборах, потому что осталось очень мало времени. И, конечно, всех нас интересует, какие будут результаты этих выборов. Я не буду давать оценку, скажем так, программы обоих кандидатов, потому что все-таки лучшая оценка это будет оценка, которую дадут жители Гагаузии 22 марта. Я просто скажу несколько точку зрения, свою точку зрения по поводу услышанного в зале, в студии. То есть, что мне понравилось, чтобы кандидаты все-таки уделили больше внимания именно социально-экономическим вопросам, потому что, то есть, приоритеты, понимаем, что надо в первую очередь уделять внимание, скажем так, вопросам экономики, социальным вопросам, которые должны быть решены. И что меньше мы услышали геополитики, потому что в геополитике у меня была возможность, скажем так, побывать в автономии и на прошлой неделе, позапрошлой, то есть я очень часто ездил, и была возможность, и увидел, что очень много геополитики в данном контексте. И, как я сказал, очень хорошо, что все-таки меньше внимания уделяется, хотя в данном случае, когда я говорю о этих двух кандидатах, что меньше внимания уделяется этому аспекту, больше сосредотачивается внимание на социально-экономических вопросов. И еще один немаловажный фактор в том, что то есть понятно нам всем очень хорошо понятно, что для достижения цели, которые себе поставили, о которых говорят оба кандидата, надо в первую очередь урегулировать отношения с Кишиневым, потому что, скажем так, сложно будет решить проблему, если этого диалога не будет существовать. Потому что легче, как я сказал, легче будет, конечно, эти проблемы реализовать, осуществить данные вопросы, то есть поставленные вопросы, чем в той ситуации, которая была, к сожалению, до сих пор я имею в виду в последние 2 года. То есть, потому что были, к сожалению, очень натянутые отношения между Камратом и Кишиневым. И то, что мы хотим, чтобы эту проблему решили, чтобы просто был нормальный диалог между Кишиневым и Камратом, чтобы сели конструктивно, и чтобы мы все должны понять, что все-таки скажем так, наши и в Кишиневе, и в Камрате, то есть руководители, они для того, чтобы служить народу, и чтобы служить интересам народу. Не имеет значения, это гагауз, или молдаванин, или русский, или украинец, или болгар. Вы говорите, что вы часто туда ездили. Как вам показалась эта предвыборная гонка? Ну, скажем так, понятно, что сразу по тому... Я в первую очередь побывал только в городах, то есть в больших городах. Я был в Чедерлунге, я был в Камрате, я был в Вулканештах. И, скажем так, тут не могу сказать, что я очень хорошо знаю, потому что я бывал там, скажем так, 2-3 часа в день. И не очень хорошо осознал всю суть предвыборной кампании, но понятно, видно, что оживленная программа, но с одной стороны понятно, что есть определенные кандидаты, которые хорошие экономические или финансовые возможности, которые имеют очень хорошие финансовые возможности и очень, скажем так, широко представлены и в масс-медиа, и на билбордах, и других меньше этого. Что я еще видел, что очень, опять же, возвращаясь к вопросу геополитики, очень много внимания уделяется этому аспекту. И это, скажем так, я бы назвал это не очень приятный вопрос, потому что все-таки это, скажем так, разделяет, чуть-чуть разделяет общество. Я бы не хотел, я бы хотел, что все-таки, не то, что я бы хотел, но я думаю, что все-таки внимание надо было больше уделять
на социально-экономические вопросы, а не просто все время, скажем так, показывать на то, что вот я этого знаю или другого знаю, и они нам помогут. Потому что все-таки мы одно государство, и наше государство можем решить наши проблемы сообща, сотрудничая и, скажем так, все время имея нормальный конструктивный диалог. А люди заинтересованы в этих выборах, избиратели? Ну, опять же, то есть для того, чтобы это очень хорошо понять, надо все время быть в контакте с людьми, общаться с разными категориями людьми, с которыми я общался, конечно, они заинтересованы, потому что, например, я встречался и с политиками из Гагаузии, например, с господином Стайногл, который в зале, в студии есть, и встретился и с другими политиками, и с экспертами, то есть у них своя точка зрения, то есть понятно, что они очень внимательно все это, внимательно, то есть следят за всеми действиями или за всеми событиями. А вот насчет, скажем так, других слоев населения, то есть мне сложнее представить, хотя у нас Эдис Вейтор, у нас была такая кампания, информационная кампания, которую мы провели на территории Гагаузии. Мы встречались с студентами, старшеклассниками, или, ну, скажем так, со студентами и с старшеклассниками, которые 18 лет и которые будут голосовать в первый раз. То есть, что нам понравилось, это то, что они как бы говорили о том, что у них есть интерес о том, что происходит, и что почти все сказали, что будут голосовать. А знают кандидатов? Ну, мы не спрашивали, мы только спрашивали, если они знают кандидатов, мы вообще имена не назвали, потому что это не было нашей целью. Наша цель была только провести информационную кампанию. Но у молодежи есть интерес к этому Да, процессу. но то, что нам понравилось, это то, что молодежь, да, показывала, что есть интерес, потому как они задавали вопросы, то есть, вообще говорили о том, что буду голосовать, и что, то есть, как бы намерение есть. То есть, мы, конечно, не спрашиваем, за кого будут они голосовать, потому что, как бы, я сказал, это не было нашей целью. Они еще не успели разочароваться, поэтому, наверное. Ну, мы вот как раз об этом говорим, что для того, чтобы, то есть, как одно из наших аргументов, почему они должны участвовать, да, потому что все время, к сожалению, да, вот мы все время участвуем в кампаниях, да, в выборах, скажем так, и вот пока что, как нам показывает наша ситуация в Молдове, мы, наверное, еще не нашли, да, не то, что не нашли, но не выбрали ту партию или тех кандидатов, которые все-таки выведут, скажем так, нас, или решат проблемы нашего государства. То есть, наконец, мы будем жить в благосостоятельном государстве. И как бы одно из наших аргументов было то, что для того, чтобы, скажем так, санкционировать, да, каким-то образом тех, которые свои предвыборные кампании не выполнили, надо просто идти голосовать. Да. Надо голосовать первый раз, вот выбрали кого-то, да, и во второй раз надо будет выбирать уже другого, потому что вот то, за которое они голосовали, да, не сдержался, да, наказать, скажем так, не сдержали свою предвыборную кампанию, или не реализовали. Ну, то есть это, мы старались привести разные аргументы для того, чтобы людей информировать и чтобы мотивировать их участвовать на выборах, потому что участие жителей – это очень важный вопрос, потому что именно их участие – это не что иное, как легитимизация власти. За проведением выборов Башкана Гагаузии будут следить 53 международных наблюдателя. Это мало или много для вот этого масштаба? Ну, я бы не сказал, что это мало, потому что я бы не сказал. Я думаю, что это нормально, потому что все-таки 53 наблюдателей, я думаю, что это достаточно для того, чтобы следить за выборами, потому что неправильно было бы ожидать, чтобы на каждом участке было по одному наблюдателю. Главное, что есть эти наблюдатели, и мы знаем о том, что они есть, и это уже хорошее знание того, чтобы к тому, что вот выборы будут тщательно, да, под, скажем так, вниманием, да, людей, и это, скажем так, как бы одно из аргументов в том, что все-таки им или в Гагаузии удастся провести демократические выборы. То есть за выборами будут следить, за всем процессом. Хотя некоторые из кандидатов являются членами некоторых партий, на вот этих выборах все они решили баллотироваться в качестве независимых кандидатов. Почему так? Ну, есть несколько, скажем так,
объяснения этому факту. Я выскажу только некоторые из них. Я в самом деле, да, в самом деле так оно и есть. Даже в биографии кандидатов, только у 2 кандидата написано, что они являются членами партии. А если вот так просто смотреть на всю информационную ее кампанию, это отсутствует. Да, вот и это, скажем так, лигатура, то есть отсутствует эта связь, да, между, то есть, между партиями и кандидатами. То есть понятно, что есть какое-то объяснение вот этому факту. И просто, с моей точки зрения, есть определенные объяснения. Это в первую очередь связано с тем, что политические партии Республики Молдова, я говорю, в первую очередь мы говорим о партии, которые находятся у власти, да? То есть политические партии, которые находятся у власти Республики Молдова, между ними были очень часто были, да, разные скандалы, то есть коррупционные скандалы, то есть разные конфликты. Это очень сильно и негативно повлияло на, скажем так, их рейтинг и имидж этих партий в Гагаузии, да, то есть из-за этого, то есть это как бы одно из объяснений. Другое объяснение в том, что нынешние власти, нынешние партии, которые вот являются партиями власти, да, то есть эти партии в первую очередь, когда мы говорим о внешней политике, то есть как бы поддерживают интеграционный процесс Республики Молдова с Европейским Союзом. Большинство населения Гагаузии имеет другую точку зрения, да, то есть иметь более тесные отношения с Россией, в данном случае Евразийским Союзом, да, то есть как бы опять разные взгляды, и поэтому, скажем так, если даже у некоторых партий из Кишинева есть какие-то кандидаты, которые бы они хотели бы или даже поддерживать, об этом не говоря, потому что это учинит, скажем так, урон данным и просто снизит шансы вот этих кандидатов на выборах. И, то есть это как бы 2 основные объяснения. Можно их найти больше объяснений, но это в основном, да, то есть это разные скандалы, которые были, это коррупционные скандалы, в которые были вовлечены разные политические лидеры или деятели партий. И поэтому, конечно, есть вот такой негативный, скажем так, такое негативное отношение к партиям власти в Гагаузии. И это внешний фактор, не как внешний фактор, а внешнее определение, да, в политике Республики Молдова. То есть то, что определили партии власти, это другое того, как себе... Другой вектор. Да, другой вектор, да, как... Ну, вы практически ответили на мой следующий вопрос. Ваш коллега Корнел Чуря сказал, что в сегодняшних условиях любой кандидат, который получает поддержку Кишинева, просто не имеет шансов на победу. Это, ну, это очень хорошо. Вот, если вы будете в Камрате, да, то есть вот до выборов в Чадерлунге, даже в Вулканешт, вы увидите, что некоторые кандидаты, да, скажем так, вот, то есть как бы, или есть разные вот эти агитационные, да, панно, увидите, что они на этих фотографиях, они вместе с какими-то политическими лидерами, может быть, политические лидеры или, в первую очередь, Российской Федерации или Турции, но никого из них, то есть ни один из кандидатов не будет вместе, да, вот на этих билбордах, скажем так, с каким-то политическим лидером из Молдавии, из, скажем так, партии власти. То есть я имею в виду в данном случае Пеледеме и ПД в первую очередь, да, то есть это те 2 партии, которые находятся в власти. Конечно, если у одного кандидата, да, как бы есть фотографии, да, если можно так сказать, с господином Додоном и с Зинаидой Гречаной, но это партия, которая находится в оппозиции, да. То есть, ну, что я хотел сказать, то есть ни один политический лидер, ни один кандидат не показывает, скажем так, что имеет поддержку со стороны Кишинева, а именно со стороны партии власти, да, потому что это, я с этим согласен, потому что это еще больше просто снизит шансы вот этих кандидатов. И поэтому я их понимаю, потому что любой кандидат хочет выиграть выборы, и он должен оценивать свои шансы. И если он понимает, что, скажем так, ощущение, да, жителей Гагаузии, скажем так, соответствует определенным идеям, то есть он должен
как раз и иметь вот такую политическую кампанию таким образом, чтобы как бы соответствовать вот этим... Они выдвигают себя как специалиста, как личность. Да. Да. Председатель молодежного центра «Пилигрим Дема» Михаил Сиркели, если правильно сказала, Да, Сиркели. считает, что кандидатов Башкана необходимо законодательно обязать участвовать в дебатах, потому что некоторые отказываются. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я с Михаилом полностью согласен, потому что в дебатах очень хорошо проясняется, да, скажем так, уровень кандидата, насколько он профессиональный, потому что это одно, когда просто есть какие-то агитационные программы, и за тебя кто-то работает, и, скажем так, и даже вот во время встречи с жителями, если представляешь только твою точку зрения, это легче всего, скажем так, иметь, это как бы легче. И совсем другое, это когда вот участвуешь в дебатах, потому что вот во время этих дебатов очень хорошо понимаешь, как человек может реагировать на разные ситуации, насколько человек подготовлен, потому что обычно, когда кандидаты идут скажем так, на встречах с жителями, они в первую очередь представляют свою точку зрения и стараются в какое-то определенное русло вести этот разговор. А когда вот встречается 2 или 3 кандидата, это понятно, что будут удары из-под тяжка. Познаются в сравнении. Да, и это понятно, что просто будут разные вопросы, на которые сразу покажут, насколько человек хорошо подготовлен, какие у него знания, как он вообще, какое у него видение по разным вопросам. Да? Потому что, например, один кандидат постарается, конечно, показать себя с лучшей стороны, будет задавать такие сложные вопросы, скажем так, да, на которые он думает, что поставит в тупике другого кандидата. То есть вот я полностью согласен, что, я не знаю, если законодательно, но я бы хотел, чтобы уважающий себя кандидат чтобы уважающий себя кандидат участвовал на выборах. Я помню в дебатах. В дебатах, извините. Я помню, у нас в Кишиневе тоже был один кандидат однажды, да, то есть все думают, что он, у него был очень большой административный ресурс, да, то есть очень большие возможности. Не в дебатах не участвовал, да, и вот это, наверное, сыграло с ним тоже одну из злую шуток, не то что злую шутку, но как бы это как бы медвежья услуга, да, ему оказали, потому что это с другой стороны показывало, да, это давало понять, что человек, наверное, боится дебатов. Что-то не то. Что ему может нечего сказать. Да, нечего сказать. Хорошо, спасибо. Мы вернемся к нашему разговору. Сейчас я хочу передать слово нашим коллегам из Камрата. Елизавета. Спасибо, Диана. Ну что ж, продолжим дискуссию в нашей студии. И я бы хотела, чтобы вы все-таки ответили экспертам в Кишиневе, почему вы баллотируетесь как независимые кандидаты? Я могу ответить за себя. Да, конечно. Дело в том, что партия коммунистов никак не определилась со своими кандидатами, никак не участвует в нынешних выборах. Что касается моей личной позиции, то я для себя принял решение идти в качестве независимого, потому что я считаю, что любой башкан должен быть беспартийным. Но есть специфика. Дело в том, что для меня, допустим, партия – это не один ее лидер и несколько членов его окружения. Для меня это прежде всего те идеи, на которых мы были воспитаны. Это идеи социальной справедливости, это идеи интернационализма, справедливого общества. И, может быть, у меня больше, чем у других кандидатов, были основания для того, чтобы хлопнуть дверь и уйти. Но по отношению к кому бы я хлопнул дверью? По отношению, прежде всего, наверное, все-таки к простым людям, которые шли за мной, которые всегда верили в меня. И в этом смысле я не собираюсь двуличничать, я не собираюсь, нас так не воспитывали, чтобы перед выборами Башкана прыгать из партии в партию только для того, чтобы добиться какого-то электоральных каких-то плюсов. А в целом, честно говоря, я даже не знаю сегодня, члены партии или нет, потому что 28 февраля на пленуме ЦК меня исключили из состава ЦК и рассмотрели вопрос о моем, членстве в партии, а наш райком полностью расформировали. Видимо, в Кишиневе кому-то не нравится наша принципиальная позиция, отстаивание интересов именно нашего региона. Поэтому я считаю, что партии вообще центральные не должны вмешиваться в эти вопросы электоральные, когда мы выбираем своего башкана. Вот когда они наведут порядок у себя там в Кишиневе, все эти партии, тогда, может, чем-то могут и нам помочь. Я не вижу способностей этих партий сегодня наводить порядок у нас в стране. Эти партии, наши, все партии, абсолютно и правые, и левые, абсолютно потеряли доверие жителей нашего региона. Спасибо. Александр Дмитриевич, ваша позиция.
Но я на самом деле независимый кандидат. Я уже неоднократно объяснял, почему я принимал такое решение. И решение о участии в этих выборах связано только с тем, что я действительно хочу перемен в Гагаузии. И я хочу изменить имидж Гагаузии, лицо гагаузов. И я надеюсь, что нам это удастся сделать. С одной стороны. С другой стороны, я действительно считаю, что будущий Башкан должен быть человеком непартийным. Партийный Башкан – это очень серьезная угроза для Гагаузии, потому что нынешняя молдавская общая политическая культура не позволяет Гагаузии руководить представителями какой-то определенной партии. Мы обязательно столкнемся с представителями других партий, которые находятся во власти. И нам очень сложно будет налаживать с ними сотрудничество и диалог. Для нас важно иметь сегодня одинаково хорошие отношения с представителями всех партий, находящихся у власти, находящихся в оппозиции. Это сегодня соответствует интересам нашего региона, нашей автономии. Это позволит нам, говорю, решать те проблемы, которые сегодня есть. Поэтому вот этот диалог, вот это одинаково ровное отношение со всеми политическими формированиями позволит нам вести очень взвешенную политику. И я думаю, что она позволит на этом этапе нам иметь наиболее выгодные условия для нашего развития. Спасибо. И вот такой вопрос меня очень интересует. Вот некоторые молдавские политики обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в ход избирательной кампании по выборам на пост Башкана у нас в Гагаузии. Вот вы как считаете, есть ли какое-то вмешательство со стороны России или других стран? Олег Федорович, пожалуйста. Ну, находясь 15 лет в политике, я видел разные ситуации. Будучи депутатом парламента последних 3 созывов Республики Молдова, я сейчас то, что происходит у нас в автономии, я не вижу ничего сверхъестественного и чего-то того, что я не видел раньше. Перед каждыми парламентскими выборами к нам приезжали целые десанты европейских представителей из Брюсселя, и президенты и Польши, и Румынии, и кто там только не приезжал, и прозрачно, и прямо намекали о том, что только проевропейская коалиция должна победить в совокупности, и тогда у вас будет все хорошо и будет, значит, прекрасное будущее. Каждый кандидат сегодня из этих 10 использует те рычаги и возможности, которые у него есть. То есть у одного кандидата есть возможность где-то заручиться и повесить свои фотографии. Поможет это в работе, не поможет это в работе, это вопрос. Но есть у человека возможность, ну, сфотографировался, повесил. Другой взял, повесил фотографию с каким-то другим гостем, допустим, который был у нас. Ну, молодец, тоже повесил. То есть, если бы, допустим, я или другой кандидат за 15 своей политической деятельности эти фотографии все вывесил, допустим, по всей Гагаузии, все бы подумали, что единственный кандидат должен быть спаситель гагаузского народа Горизан. Ну, это тактика предвыборной кампании, допустим, данных кандидатов. Но эти фотографии влияют на предвыборную кампанию? Ну, а результат покажет. Вы себя как чувствуете? Вот. Очень уютно чувствую. Я иду, понимая, осознавая ту ответственность. Я практик. Я 10 лет проработал, руководил большим населенным пунктом и 5 лет имею практики парламентской работы. Я очень уверенно иду. Я понимаю, что за меня, как за Башкана, никто мою работу не выполнит. И никакие мои друзья ни внутри Гагаузии, ни внутри Молдовы, ни за пределами нашей страны. Придется просто прячься и работать самому. Поэтому мы понимаем, куда мы идем и какая ответственность ложится на руководителя автономии. Александр Дмитриевич, ваше мнение? Вы знаете, я придерживаюсь немного другого мнения. Я считаю, что такое отношение очень большой державы, которой все мы испытываем определенной симпатии, не очень корректно. Потому что это отношение явно в пользу определенного кандидата. Да, для нас, безусловно, очень важны наши отношения в будущем. И я полагаю, что для руководства Российской Федерации, которое заинтересовано в поддержании каких-то связей с нашим регионом, в влиянии на нашу политическую элиту, должны быть готовы работать со всеми кандидатами, с любым башканом, которого выберет народ Гагаузии. Предпочтения, которые сегодня очевидны, они, на мой взгляд, немного умаляют достоинство других кандидатов. Я думаю, что такое отношение не очень справедливо, потому что гонка за тем, кто больше прорусский или кто больше пророссийский, на мой взгляд, абсолютно лишена логики и здравого смысла. Потому что мы все живем в этом духовном мире, мы все очень хорошо относимся к русскому языку и к России. Во многом свое развитие, будущее связываем с этой страной. Поэтому мне хотелось бы, чтобы все-таки все это было более корректно. Ну и, наконец, я знаю другое, что пройдут выборы. И поверьте мне,
что все забудут о Гагаузии, и Российская Федерация, и Турция, и другие страны. Мы останемся со своими проблемами. Поэтому я считаю, что избиратели должны сегодня не учитывать некий только фон такого внешнеполитического фактора, да, а в первую очередь сосредоточиться на проблемах нашего региона, на решении этих проблем. И обратить внимание на то, насколько кандидаты, которые сегодня участвуют в этой предвыборной гонке, способны эти вопросы решать. Ну, а сейчас, я думаю, уместно будет и предложить вам посмотреть видеоопрос, в котором представлены мнения наших жителей нашего региона о том, каким они хотят видеть будущего Башкана. А после я попрошу, чтобы вы прокомментировали. Пожалуйста, я попрошу центральную студию включить видеоопрос. От будущего Башкана что прежде всего ожидать надо? Чтобы он заботился о наших бабушках, дедушках. Что они обещают, это выполнили хоть бы немного. Может, все сразу не могут, но хоть немножко, чтобы обратили внимание за свои слова, дали отчеты людям. Главное, чтобы пенсия была побольше, а то пенсии не хватает на проживание. Поэтому лучше, чтобы для народа сделали. Чтобы было лечение недорого, чтобы жили люди и не страдали. Улучшение здравоохранения, улучшение вот медицинское вот это, страхование, вот это все. Улучшение, чтобы очень плохо обслуживают. Ну, Башкан, что думал о людей. Самое главное, что молодежь не уезжала от нас, потому что мы остаемся без молодежи. А молодежь – наша будущее Гагаузия. Спасибо. Ну что ж, ваши комментарии. Вот вы слышали мнение наших жителей. Лечение, пенсии, люди хотят жить лучше. Вот что в ваших программах предусмотрено для этого? Очень интересно было послушать эти вопросы, эти пожелания мы слышим на каждой встрече, это очень актуально. Я всегда, когда смотрю и общаюсь сегодня с людьми, я всегда вспоминаю 99-й год, когда мне было 26 лет, и первый раз люди предложили и избрали меня примером. Но принципиально наша позиция вот по здравоохранению всем этим вопросам такая. Значит, мы не должны буквально воспринимать все директивы, которые приходят с центра, и реализовывать их, не анализируя и не адаптируя с учетом наших специфик. По всей Молдове развалили колхозы, по всей Молдове приватизировали. Мы в Копчаке нашли вариант адаптации этой ситуации к нам, мы это сельскохозяйственное предприятие не развалили. 5 лет назад было принято решение взять это дистопливо с Российской Федерации и большей частью раздать по людям. Мы в Копчаке пошли другим путем. Мы взяли это дистопливо, не раздавали, несмотря на то, что нам угрожали уголовными делами и так далее. Мы взяли и сделали общее дело. Мы на это дистопливо часть отдали на строительство нашей церкви, а часть дистоплива мы реализовали в двукратном размере по ценам и построили дороги в селе Копчак и вытащили село из грязи. И сегодня во многих населенных пунктах люди уже забыли о том, что эта помощь была. А у нас в селе сегодня еще люди пользуются. Так вот, у нас сегодня проходит в качестве, в частности в медицине, промонетизация медицины, как сказали мне в одном медицинском учреждении. Мы не должны брать, буквально воспринимать все, что спускает нам эти директивы центра. Мы должны учитывать наши интересы, то, что нам приемлемо, то, что нам принесет пользу, его использовать, брать на вооружение. Но если мы видим, что это нас развалит, как развалили наши колхозы, если мы видим, что это нельзя адаптировать у нас, потому что это ЦУ каких-то европейских чьих-то друзей, что это нельзя, что это приведет к развалу в социальной сфере медицины, мы не должны этого делать. Как можно сегодня спокойно смотреть на эти вещи, когда значит, реформа медицины сегодня подразумевает, допустим, в таких селах, как Кангас, 7-тысячное село, и как Баурчи, 9-тысячное село, закрытие стационарных коек. Человек должен получить, поехать, значит, капельницу или какое-то ежедневное лечение в Чедерлунгу. 9-тысячный город, 7-тысячный населенный пункт. Как наше руководство автономии, член правительства Кабинета министров Республики Молдова Башкан, народное собрание, имеющее статус законодательной инициативы в парламент Республики Молдова,
Только два органа у нас принимают законы на территории Республики Молдова. Парламент и Народное собрание Гагаузии. И мы при всем этом спокойно это воспринимаем, впитываем и своими руками разваливаем все то, что наши деды, наши отцы строили десятилетиями. Такой подход абсолютно неприемлем. Мы должны анализировать, что для нас приемлемо, мы должны использовать. Что нет, извините, мы будем делать так, как нам удобно. Спасибо, Александр Дмитриевич, ваше мнение? Да, вопросы, которые поднимались, они, безусловно, очень актуальны. И правда то, что такие вопросы поднимаются на каждой нашей встрече. Действительно, у нас в качестве медицинских услуг желают оставаться лучше. Но я абсолютно не согласен с тем, что это связано с директивами Кишинева. Это связано прежде всего тем, что эта отрасль у нас недостаточно финансируется. Поэтому, если мы готовы выстроить или улучшить оказание медицинских услуг, нам нужно найти альтернативное финансирование. Нам в значительной степени надо улучшить материально-техническое обеспечение медицинских учреждений, потому что вся техника, материальная база, которая там существует, она очень сильно устарела. Поэтому главным образом возвращаемся опять к тому же. Нам нужно развивать экономику, нам нужно научиться зарабатывать деньги с тем, чтобы потом их эффективно тратить. Система медицины, система здравоохранения должна быть приоритетом потом при распределении денежных средств. Абсолютно согласен, что нам нужно сохранить эту услугу во всех населенных пунктах региона. Нам надо сохранить не только медицинские учреждения, но оказывать людям максимальное количество медицинских услуг. И эти услуги должны быть приближены к населению в их населенных пунктах. Недопустимо, когда люди из сел должны ехать для проведения каких-то анализов или для диагностики их заболеваний в районный центр. Но нам нужно предложить некую альтернативу. Вся эта альтернатива основывается на абсолютно других финансовых возможностях. Надо зарабатывать деньги, надо во многом с точки зрения технического перевооружения пользоваться возможностями наших партнеров, доноров и да, решить проблему улучшения качества медицинских услуг. Потому что всех людей, которых вы опрашивали, кстати, они уже люди старшего поколения. И их интересовали, безусловно, проблемы прежде всего социальной сферы. Потому что если вы спрашивали молодежь, они наверняка бы говорили о других проблемах, связанных с отсутствием рабочих мест, с хорошей заработной платой. Опрашивали мы и молодежь, только в других передачах они понятно, включали. Понятно. Поэтому все это надо принимать, все это надо иметь в виду, извлекать из этого, делать из этого какие-то выводы и делать все, чтобы эта ситуация в этих сферах была улучшена. Спасибо. Вы Хотите знаете, добавить? Да, конечно. Вы знаете, на мой взгляд, мы должны начинать с самого главного. Вот кто будет у нас руководителем автономии, мы должны начинать с создания жесткого функционирования, администрирования государственных систем управления. С этого надо начинать. И в этом смысле, вот я просто приведу пример один. У меня есть знакомый бизнесмен, который 3 года назад хотел открыть серьезный бизнес у нас в Гагаузии. Он приезжает к нам, встречается с одним чиновником среднего уровня, не высшего, не низшего, среднего, не важно, как его фамилия. И через полчаса диалога наш чиновник позволяет себе заявить следующее. Я помогу вам открыть бизнес, крупную фабрику на территории Гагаузии, на 15% будет моими. Этот турок бросает, хлопает дверью, уезжает в Аргеев и открывает бизнес там. Так вот, пока мы не выдворим чиновников из государственных систем управления, начиная с исполкома, с башкана и заканчивая рядовым работником примарии, людей, которые сегодня личные интересы ставят выше интересов общественных, ничего не получится. Кто бы ни был башканом, какая бы умная программа у него ни была, как бы умного кандидат или башкан ни говорил, сколько бы нам ни помогали из-за рубежа, ничего не получится. Это как дома. Отец говорит, жена прислушивается, дети слушаются. А если отец тащит в одну сторону, дети в другую сторону, жена в третью, там и в семье порядка нету. Это первое. И второе. Нам надо очень стратегически подумать о существовании автономии в пределах нынешних границ. У нас юг настолько раздроблен, что сегодня есть очень хорошая вероятность, очень хорошая ситуация, когда общественное мнение в Гагаузии, в Тараклийском районе сложились таким образом, что мы эти два региона должны объединить. И мы должны обрести, наконец-то, единую административную границу. Между нами этих границ, которые сейчас мы поначеркали за эти 5-10 лет, никогда не было.
И эта проблема не чувствуется, допустим, может быть в Камрате, не чувствуется в других населенных пунктах, но в Копчаке и в Твардице это огромная проблема. Когда больного человека с Копчака везут мимо больницы Тараклии в Чедарлунгу, а больного человека с Твардицы везут мимо дверей больницы Чедарлунги в Тараклию. Мы должны объединить наш регион, пока эта возможность есть, потому что через 2-3-4 года общественное мнение может поменяться. И мы упустим раз и навсегда этот шанс. Это нам даст, последнее замечание, это нам даст, во-первых, увеличение численности нашего населения до 200 тысяч человек. И свободные экономические зоны Твардицы, Вулканеш, Тараклии заработают в полном объеме для того, чтобы дать фундамент для экономического рывка, в том числе в целом нашем регионе. К сожалению, у нас очень мало времени, спасибо. Но я думаю, сейчас будет интересно узнать мнение экспертов в Кишиневе, поэтому, Диана, мы передаем вам слово. Спасибо, Елизавета, спасибо гостям из Камрата. К сожалению, наше время истекло. Благодарю студию АТВ, благодарю нашего гостя господина Бербека и наших телезрителей. Ну что ж, всем кандидатам удачи на выборах 22-го, а вам доброго вечера.